Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Большая вода не должна обернуться большой проблемой. В Северной Осетии на заседании противопаводковой комиссии обсудили гидрологическую обстановку на территории республики. Аэропорт Владикавказа может потерять победу. Накануне в ряде СМИ появилась информация, что бюджетный перевозчик уходит из Северной Осетии. По словам журналистов, основная причина – аэропорт не справляется со своими задачами по обслуживанию самолетов и пассажиров. В столице Северной Осетии в рамках празднования 70-летия Победы проходит чемпионат МВД России по дзюдо. В спортивных соревнованиях принимают участие 71 команда, сотрудники правоохранительных органов практически из всех субъектов нашей страны. Эти и другие темы далее подробно. Большая вода не должна обернуться большой проблемой. В правительстве Северной Осетии сегодня обсудили ход подготовки к сезону весенне-летних паводков. По предварительным прогнозам, ситуация в общем в этом году не должна стать чрезвычайной. Это связано с относительно теплой и малоснежной зимой. Несмотря на оптимистичные оценки, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Таймураз Мильдзихов отметил, что все запланированные мероприятия проходят своевременно и в полном объеме. Также на заседании было отмечено, что налажена связь с противопаводковой комиссией в районах республики. По прогнозам синоптиков, климатическая весна в Северную Осетию придет в конце апреля – начале мая. Специалисты говорят, что в этот период наиболее паводкоопасным может быть Моздок. Дело в том, что у нас 15 гидрологических постов по республике, и они в оперативном порядке ежедневно передают нам информацию. И мы постоянно в курсе того, что делается. Когда создается какая-то опасная ситуация, либо мы по прогнозу видим, что будет что-то такое, выходящее за обычные нормы, мы составляем прогнозы, составляем предупреждения и доводим в первую очередь до МЧС и руководства республики. И дальше уже через МЧС эта информация доводится до всех населенных пунктов. К сведению авиапассажиров, накануне в ряде СМИ появилась информация о предполагаемом уходе авиакомпании «Победа» из Северной Осетии. Возможной причиной тому якобы может стать неспособность республиканского аэропорта справляться со своими задачами в части обслуживания самолетов. В самой воздушной гавани эти сведения не подтверждают. По словам пресс-секретаря аэропорта Марины Хумаровой, рейсы «Победы» расписаны уже на лето. Есть перспектива продления сотрудничества и на ближайшие пару лет. Официальный комментарий от руководства аэропорта мы рассчитываем получить завтра. Напомним, сейчас авиакомпания выполняет из Москвы во Владикавказ и обратно один рейс. В связи с увеличением светового дня время вылета будет корректироваться. Главной проблемой аэропорта остается продолжающаяся реконструкция взлетно-посадочной полосы. Саму дорожку отремонтировали, однако необходимое для приема и отправки ночных рейсов светосигнальное оборудование не установили до сих пор. Это при том, что работы должны были завершить к концу прошлого года. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Во Владикавказе прошел урок Победы. Масштабная акция для детей всей страны организована в России впервые. Параллельно в ней приняли участие 457 субъектов. На патриотический урок в столицу республики пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и юных армейцев. Все вместе они посмотрели короткометражный фильм «До и после». Лента Суслана Макиева о том, как люди узнали, что началась война, до глубины души тронула всех зрителей. Для нас в Северной Осетии слова «Великая Отечественная война», слова «Великая Победа» – это очень близкие понятия, поскольку республика послала на фронт более 90 тысяч своих сынов и дочерей, из которых 46 тысяч не вернулись домой. Слава героев будет жить, пока жива память о них. Сейчас дети с самого юного возраста интересуются историей своей страны. Один из гостей урока Победы – юное дарование, 10-летний Артемий Меликов. Он серьезно изучает историю Осетии и России. Мальчик написал работу о 3 великих героях Советского Союза – Хитогуровой, Плиеве и Мамсурове. Я писала работу на эту тему, изучила жизнь этих прославленных генералов-земляков, нарисовал картины на их тему. И занял здесь первое место на республиканском конкурсе «Ступень в науку» и поехал в Москву на всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ в Дом прав делами президента в Москву. И единогласное решение всех экспертного совета я был награжден высшим знаком
этого конкурса «Национальное достояние России». Этим уроком не ограничивается работа Министерства образования Республики по подготовке к юбилею Победы. Ведомство проведет более 65 мероприятий военно-патриотической направленности. Впереди Зорница, Победа и Орленок. Зраса Багаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. В небольшом селении Карца Куртатинского ущелья братья Тезиевы Умар, Хаджумар, Хаджисмел, Хазмат, Ибрагим и Тазрет считались завидными женихами. Соседи с завистью смотрели на их родителей. «Счастливые вы, какие у вас сыновья, один краше другого», – твердили женщины. Несмотря на то, что воспитывать 6 сыновей было непросто, мать с отцом надеялись, что очень скоро в их доме появится 6 невесток. Но война разрушила все планы. Один за другим юноши ушли на фронт, кроме Умара. Когда началась война в 1941 году, призвали их к войне, 5. Самого старшего звали Умар. Его, так как он был ветврачом, его не забрали. Ему сказали, что он нужен здесь для фронта. Рита Тезиева – дочь одного из братьев, Тазрета. Он ушел на фронт в 1942-м. 18-летнего ефрейтора сразу направили под Сталинград, в самое пекло военных действий. Там он и получил первое боевое ранение. Подлечился, вернулся на линию фронта, прошел Воронеж, Харьков, Варшаву. Сложнее оказался путь до Берлина. Он был одним из первых, кто прорвал немецкую оборону, освободив путь советским войскам. Горский парень уничтожил артиллерийские позиции противника, более 30 немецких солдат и офицеров. В 1945-м Тазрет вернулся домой без ноги и с фашистской пулей у сердца. А через 12 лет военные увечья вконец сломали солдата Победы. Он умер на рабочем месте. Благодаря брата его, Умар Ибрагим, он жил, все эти годы жил, они его сильно поддерживали. Где надо было плакать, он смеялся, таким я его помню. Где надо было от боли стонать, он тоже смеялся. То есть при теперешней жизни я никогда еще не встретила по жизни такого человека, как мой отец. С войны вернулся и второй из Тезиевых, Ибрагим. Он воссоздал образы всех пропавших братьев из металла. Задача была сложной. По словам родственников, в доме не было ни одной фотографии молодых людей. Все бюсты скульптор ваял, выискивая в своей памяти силуэты братьев. Сегодня памятник установлен на могиле братьев. Делал эти памятники буквально более чем 2 года. То есть что-то вспоминал, что-то ему нравилось. Потом он на утро смотрел и понимал, что он не совсем похож. Тут что-то, бровь не так. Тут что-то. Все это он заново ломал и делал по новой. До тех пор, пока не создались именно те образы, какими были они на самом деле. Все сыновья Тезиевых ушли по дороге, ведущей из маленького села к широкому тракту. Там, за горизонтом, шли ожесточенные бои. Каждый день с рассветом мать 6 солдат выходила на дорогу и ждала почтальона. Ждала и верила, что не сегодня, так завтра хоть какая-то весточка долетит до нее от сыновей. Но похоронки так и не дошли до дома. Пришли похоронки просто, чтобы пощадить этих стариков. Просто-напросто решили, не знаю, скрыть от них это тяжелое событие. И просто им не сказали в тот момент, что они умерли. Они до последнего ждали, что вот-вот они вернутся. Все знали, все село уже знало, что их уже нет в живых. Я считаю, что это благородная была ложь на тот момент. Родные долгое время ничего не знали о судьбе 3 братьев. Спустя несколько лет стало известно, где похоронены Хаджумар, Хазмат и Хаджисмел. Их могила обнаружена в Пятигорске и Севастополе. В ближайшее время родные отправятся туда. Но не прервался род Тезиевых, несмотря на жестокую беспощадность фашистов. Сегодня в родовом доме живет 19 внуков и 14 правнуков Тазрета и Умара. В этой семье хранят все, что осталось от 6 братьев – письма, наградные листы, вырезки из газет. Мой прадедушка был танкистом. Он был отважным и мужественным человеком. За все его боевые действия он получал награды, среди таких как 2 ордена славы и Красную звезду. Танковым оружием он уничтожил 36 солдат и офицеров, 4 миномета и 6 пулеметов. Домой пришел он без ноги и с осколком в груди. Я профессиональный футболист, и все свои победы я посвящаю ему. Я хочу быть похожим на него. Великая победа дается ценой великих потерь.
Несчастье пережить своих детей выпало на долю многих матерей Северной Осетии. С фронта не вернулись 7 братьев Газдановых, 7 братьев Кобекаевых из селения Донифарс. Еще в 2 остинских семьях не дождались 6 сыновей. В 15 погибли по 5 братьев, а 4 сыновей потеряли 52 семьи. Не только в Осетии, но и во всей стране никогда не забудут героев, тех, кто ушел, но навечно остался в памяти. Земфира Лаулаева, Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Юный вокалист Тимур Сланов выступил с первым сольным концертом. Ему всего 14, но большую часть жизни он занимается музыкой. В музыкальную школу Тимура Сланова привела бабушка, тем самым дав ему путевку в жизнь. Народная артистка России Долорес Белаонова после прослушивания взялась за обучение мальчика. Тимур – обладатель уникального, редчайшего голоса, контртенор. Это большая редкость не только в России, но и в мире. Специально для концертного исполнения были переписаны некоторые партитуры, чтобы зритель во всех красках услышал огромную палитру голоса юного дарования. С неподдельной искренностью Тимур пел на русском, осетинском, итальянском. Его голос завораживал и заставлял плакать от счастья. Звучали песни военных лет, арии, дуэты, народные песни. Поддержать певца пришли друзья, однокурсники и педагоги. За дирижерским пультом весь вечер стояла юная Дана Муриева. На концерте выступили также Нелли Гончарук и 6-летний Аслан Джоев. Главными героями вечера стали именно дети. За плечами Тимура Сланова, несмотря на юный возраст, внушительный список конкурсов и фестивалей. Это русский бал в Вене, за выступление на котором он удостоен грамоты за вклад в развитие российской культуры за рубежом, международный конкурс «Кинотаврик», где певец получил диплом 1-й степени. Впервые же Тимур Сланов громко заявил о себе в 2012 году, став лауреатом конкурса «Хрустальные звездочки». Его талантом восхитилась великая Елена Образцова. В день концерта поздравительное письмо Тимуру прислал народный артист СССР, депутат парламента Иосиф Кобзон. Поздравление зачитала главный судебный пристав Северной Осетии Светлана Гацоева. Победителю Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки-2012» Тимуру Сланову. Дорогой Тимур, от всей души поздравляю тебя с новым этапом творческого пути. Для каждого артиста выход на сцену – это путь в прекрасный мир перевоплощений. Его глаза горят любовью к искусству, а улыбка обращена к каждому зрителю в зале. В нем сочетается невероятный талант и высокие человеческие качества. Именно он стал солистом тысячного хора под управлением маэстро Гергиева. Тимур Сланов является достоянием не только осетинского народа, но и всей страны. Залина Губурова, Тинатин Музашвили, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Закон должен быть с кулаками. Во дворце спорта «Манеж» стартовал чемпионат России по дзюдо среди сотрудников МВД. Во Владикавказ прибыли спортсмены-полицейские со всей страны. Более 500 человек из 71 региона страны будут выявлять сильнейших в 7 весовых категориях. Сегодня состоялось торжественное открытие и прошли первые схватки. Дзюдо пользуется большой популярностью среди сотрудников полиции, так как способствует закреплению и развитию необходимых для службы боевых навыков. Чемпионат продлится до 9 апреля. Сильнейшие будут представлять честь страны на аналогичных чемпионатах Европы и мира. Дзюдо в республике, в Министерстве внутренних дел, как и в республике в целом, оно развито. Наши спортсмены являются в клубных чемпионатах России чемпионами 2013 года. В 2014 году стали бронзовыми призерами клубного чемпионата Европы. Много сотрудников занимается этим видом спорта. Этот вид спорта у нас популярный, это здоровый образ жизни, пропаганда.